حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. حييتم يا قومنا الأخيار في مدارس المناهج الأهلية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brati moji i sestre i muvahidi. S dozvoljenjem Allahom subhanahu wa ta'ala, inša Allah, мы начинаем наши уроки, которые, баракаллаху фикум, по оправданию, по невежеству в большой ширке и куфре. То есть оправдание есть большой ширки и куфре. Мы говорим коротко, нету оправданий большой ширк и большой куфре. Баракаллаху фикум. И сегодняшняя наша тема будет установление худжи в основах религии. Установление худжи в основах религии. Баракаллаху фикум. Как мы говорили, что установление худжи для чего надо? Во-первых, мы в прошлом уроке вам объяснили, что установление худжи это для того, что человек, то есть Аллах Субханаху ва Тааля, когда установит худжу, его наказывает или катль, или если исламские государства есть, его можно убивать, или баракаллаху фикум, или на другой. То есть в ахирате его Аллах Субханаху ва Тааля наказывает. На этот Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что в Ибн Джарир ат-Табари тоже свой тафсири приводит, что этот Коран Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. В суре Аль-Ан'ам Аллах Субханаху ва Тааля в 19 аят говорит, что этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. Вот этот первый довод. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что скажи этим многобожникам, которые считают тебя лжецом, Аллах свидетель между мной и вами. Аллах свидетель между мной и вами. Этот Коран дан мне в откровении, чтобы я предостерег посредством него вас. Посредством него вас. Этот Коран предостерег посредством него вас. Он его, то есть наказание, а также предостерег
тех из людей, до кого он дойдет помимо вас. Поэтому наши ученые Ибн Кайим, рахимахуллах, говорит, что поистине Аллах свят, Он установил довод худжу над своими творениями, своей книгой и посланниками, и сказал: благословен тот, кто ниспослал своему рабу развлечений Коран, чтобы он предостерег миры. Это Аллах Субханаху ва Тааля говорит. Он в сура Аль-Фуркан. Сура Аль-Фуркан говорит, что تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. То есть благословен тот, кто ниспослал своему рабу, то есть Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ниспослали ему развлечение Коран, чтобы он предостерег миру. А также Аллах Субханаху ва Тааля в баракаллаху фикум, вот этот, который мы вам читали, сура Аль-Ан'ам, здесь тоже говорит, что скажи, мне был дан в откровении этот Коран, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет. От чего? От наказаний. Вот этот довод худжа для наказаний. Братья и сестры муахиды, вот это знаете, что вот эти мадхалиты, адириты, джахмиты, они обманывают мувахиды и говорят, что до тех пор не доносится довод до людей, мы не можем их такфирить. То есть такфир – это довод, если до человека не донесли или не пришел довод до одного человека, вот эти адириты говорят, что его нельзя такфирить. А ахлю суннат валь джамаа так не говорит, как сахабы, табиин, таба'ат табиин и другие. Они не говорят, что и сам Коран, Аллах Субханаху ва Тааля, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорят, что из моего община, моего умма, из иудеев и христианов, они, если услышат моего имя и не уверуют, Аллах Субханаху ва Тааля их наказывает в аду. То есть они в аду. Это наказание. А до этого они кто были? Они были мушрики, кафирами были. Аль-Яхуд ва Насара. Они кафиры. То есть довод это для наказаний. Каждый человек, до которого дошел Коран, предостережен им и установился над ним довод. Это Ибн Аль-Кайим в книге Сава'ик аль-Мурсалах, в том 2 и страница 735. Можете посмотреть. И еще Ибн Таймия, рахимахуллах, ответом им послужит то, что довод Аллаха посланниками установился одной лишь способностью узнать и не является
условием установления довода. Знание о нем тех, над кем он устанавливается, и поэтому отворачивание кафиров от слушания Корана и размышления над ним не стало препятствием в установлении довода. Аллаха над ними также их отворачивание от слушания того, что предается от пророков, и чтение того, что осталось от них, не препятствует установлению довода, так как присутствует способности, и поэтому сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: Баракаллаху фикум. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, что وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Когда ему читают наши аяты, он надменно отворачивается, словно он даже не слышал их, словно он тут на ухо. Обрадуй же его вести о мучительных страданиях. То есть их обрадуй их, то есть баракаллаху фикум, это, то есть с адом, мучением. Баракаллаху фикум. И Аллах Субханаху ва Та'аля в другом аяте говорит, как баракаллаху фикум здесь приводит шейхуль Ислам Ибн Таймия. Здесь говорится, что فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. То есть неверующие сказали: не слушайте этот Коран, не слушайте этот Коран. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. То есть не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор или шумите во время его чтения. Как мы сегодня, если будет уроки, да, многие заблудшие, вот как вот эти мушрики, вот эти кафиры, они придут, сделают какие-то там шумы, чтобы испортить наши уроки. Поэтому они тоже говорят, что говорите вздор или шумите во время его чтения.
быть может, вы одержите верх. Мы непременно дадим неверующим вкусить тяжкие мучения и воздадим им за наихудшее из того, что они делали. Поэтому вот это тоже далит для наказаний кафиров. Посланник Аллах сказал, что Господи мой, народ забросил этот Коран. Народ забросил этот Коран. Так для каждого пророка мы создали врагов из числа грешников, но довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает. Баракаллаху фикум. Вот это был то, что шейхуль Ислам приводит вот эти аяты в книге Ар-Радду аляль мантикиин. То есть вот эти ахлюль мантик, на их опровержение, так, опровержение будет, да, Ар-Рад на них, страница 90, то есть 99. И Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, рахимахуллах, тоже сказал, что поистине тот, до кого не дошла худжа, довод, это тот, кто недавно принял ислам или жил в отдаленной местности, или же это в скрытых вопросах шариата, как, например, приворот и отворот. Такому не вносится такфир, пока не разъяснят этот вопрос. Что же касается основ религии, которые Аллах разъяснил в своей книге, то поистине довод Аллаха – это Коран. И до кого дошел Коран, дошла до него худжа. Однако основа проблемы – это то, что вы не различаете между установлением худжи и пониманием худжи. Ведь большинство кафиров и мунафиков, лицемеров, не поняли худжу вместе с тем, что она была установлена над ними, как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля. Аллах Субханаху ва Та'аля, или ты полагаешь, что большинство их способно слышать или разуметь, они всего лишь подобие скотов. Улаика каль ан'ам. Но они еще больше сбились с пути. Бальхум адаллю сабиля. Установление худжи – это одно дело, ее доведение – это другое дело. Поэтому, если до кого-то дошел худжа, Коран, что-нибудь, имя из религии ислама или имя нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, услышали, не принимали, не искали,
для них дошел довод. Для них дошел довод. Они сами вот этого не искали, то есть не изучали. Вот это они зашли в другой куфр. Другой куфр. Это куфруль э'раф. Куфр это отвергание. Отвергание. Один из большой куфры это отвергание. То есть человек не изучает религию. Человек до него. Он знает, что Коран есть. Он знает, что религия ислам есть религия. Он не изучает вот это. Вот это изучение основ религии, это сам является куфром. Почему человек, если не знает основ религии, куфр бит-тагут, таухид, аль-куфр бит-тагут, аль-иману биллах, вот это человек не знает, не изучает, он попадет в куфруль э'раф. Куфруль э'раф. Баракаллаху фикум. Поэтому дальше Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, рахимахуллах, говорит, что установление худжи это одно дело, ее доведение это другое дело. Установление худжи это одно, и доведение худжи это еще другой. И поистине она, худжа, установилась над ними, а также понимание это худжи, довод, это отдельное дело. И становятся они кафирами, достойными наказаний в дунья и ахира. Вот видите, достойными наказаниями в дунья и ахир. После доведения до них, даже если не поняли ее, понимаете, да? Не поняли ее, то есть худжу. Это в книге Ад-Дурару Сания, в 10 том и 93 страница. То есть, как мы сказали, вот донесение довод это для мучения. Это для мучения, для наказания. Ибн аль-Каим сказал, рахимахуллах, в книге Мадариджу Саликин, в первый том, страница 232. Поистине худжа, довод Аллаха, устанавливается над рабом посланием посланников и ниспосланием книги и доведение этого до его сведения, так чтобы он имел способность узнать это. Без разницы, узнал он или нет, каждый, кто имел возможность узнать то, что приказал и запретил Аллах, а затем сделал упущение, проявил небрежности и не узнал этого, то поистине установилась над ним худжа. Баракаллаху фикум. Вот знаете, вот здесь и Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, рахимахуллах, и Ибн аль-Кайим тоже говорит, что то есть худжа, кто понимает, кто не понимает, это не является, что для него оправдание. Например, сегодня, то есть многие люди просто открывают телефон, там в Ютубе и в Google может зайти, там
и в Телеграме, может они, то есть может найти там вся вот об религии ислама. Основа религия и другие ваджибаты, фараид, фуруат, другие. Вся вот религия может он найти. Все ученые есть, студенты, уроки. То есть все религии сегодня уроки обо всем теме есть уроки. У человека не остановится утром на это. Поэтому, баракаллаху фикум, вот эти ученые, они объясняют, что тот, кто если не понимает, это его непонимание не является доводом, что он не становится, то есть мушриком, кафиром, или его Аллах Субханаху ва Тааля не мучает. Баракаллаху фикум. Он сам на это, то есть там ленился или как он сам не изучал, отвергался. Баракаллаху фикум. И в заключении довод Аллаха касаемо таухида и масаилу захира, явный вопрос и религия, после которого становится обязательным наказание в ахира, это способности услышать Коран и призыв посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и не обязательно для установления довода в этих вопросах что-либо еще, если же кто-либо утверждает обратное, то мы требуем у него далиль. И он не найдет далиль, кроме слов современных мурджиитов, которые понимают слово ученых в соответствии со своими страстями. Видели, да? Вот это, баракаллаху фикум, был наша тема установления худжи в основах религии. То есть установление худжа это для чего был? Для мучений. Не для, не для как бы человек, как вот эти мурджиити, адирити говорят, что они говорят, что те, кто баракаллаху фикум, те, кто говорят, что то есть те люди, которые они попадают в куфр и ширк, и они не такфирят, и вот эти далили приводят они. Они приводят вот эти далили. Вот здесь не наказал, здесь Аллах Субхану Тааля так говорит, здесь так говорит. И вот эти аяты для мучений они приводят, чтобы мы не давали названий мушрикам. Не давали названий вот этим мушрикам. Поэтому вы должны знать, что баракаллаху фикум, вот эти аяты, которые мы привели, и доводы из ученых, которые слов ученых, это все для чего? Это все для, баракаллаху фикум, для мучений. После худжа, после донесения довод, уже человека Аллах Субханаху ва Тааля наказывает. До этого он является мушрик кафиром. Баракаллаху фикум. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.